Вы словно птицы разлетитесь кто куда. Чуть оперившись знанием науки, мы вас провожаем. Ваши судьбы, ваши собственные руки. Добрый день, уважаемые наши ученики, уважаемые наши преподаватели и, конечно же, наши дорогие выпускники. Сегодня в нашем колледже связи и энергетики имени Героя социалистического труда Петра Ивановича Дукина традиционный и в то же время особенный праздник. Мы поздравляем всех, кто пришел на это торжество, и прежде всего, конечно же, наших выпускников. У выпуска 2022 года историческое событие, и это необычный год. В этом году мы отмечаем столетие Якутской АССР и 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. У каждого живущего на земле есть свое предназначение, и получить образование, освоить нужную профессию для общества, осознать, что обрел смысл жизни, радоваться, что будешь заниматься своим делом, которому лежит душа. И, конечно же, трудиться во благо своей республики и во благо Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Ну а сегодняшний праздничный день с нашими выпускниками, с нашими преподавателями пришли разделить наши дорогие гости, партнеры и друзья. Мы приглашаем на сцену генерального директора акционерного общества «Арктик Телеком» Сергеева Виктора Александровича, генерального директора «Софтвей» Байшева Сергея Даниловича, генерального директора IT-генератор Егорова Вячеслава Счеславовича, исполняющего обязанности генерального директора «Фантастик» Туяру Степанову, руководителя проектов «Е-интеграция» Григорьева Афанасия Владимировича и главного специалиста Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Марию Дмитриевну Аленитову. Вам слово. Дорогие друзья, прежде всего хотел, конечно, поздравить вас, выпускников Якутского колледжа связи и энергетики. Действительно, сегодня знаменательный день. Я считаю, что это для вас новый этап жизни. И по моему личному мнению, я думаю, со мной многие согласятся, вы уже сделали правильный выбор. Правильный выбор в сфере технологий связи, в сфере телекоммуникаций и IT. Ведь действительно сейчас развитие данного направления в Российской Федерации, в регионе, можно сказать, в целом мире активно развивается. Например, у нас в Якутии за последние
последние только 5 лет 4 раза развита сеть магистральных улиц. В этом году запущено 2 спутника связи, которые покрывают территорию Якутии. Активно развивается беспроводная связь. В общемировом уже 5 миллиардов человек пользуются мобильными телефонами. И мы, как региональный оператор, безусловно, также активно в этом направлении двигаемся. Мы решаем задачи по организации связи доступных пунктов в Арктике. И наша работа не могла бы быть успешной без нашей команды. А наша команда на четверть состоит из выпускников Якутского колледжа связи. И в этом направлении, действительно колледж связи у нас был, есть и будет нашим стратегическим партнером. Мы будем всецело помогать ему в подготовке кадров, в их трудоустройстве и в дальнейшем движении. Я бы хотел отдельно поблагодарить педагогический состав. Действительно, дело трудное, ответственное, сложное в становлении профессионального ребят. Гаврил Анкеевич сейчас за вашу неиссякаемую энергию, за инновационный подход, креативный подход к организации учебного учреждения. Ну и, дорогие друзья, могу уже обратиться к вам как к коллегам. Желаю вам счастья. Искренне желаю, чтобы ваш профессиональный рост, ваша личная жизнь шла только вверх. Самое главное, ничего не бояться. Не бойтесь трудностей, ставьте перед собой задачу, твердо идите смело по жизни вперед, и все обязательно у вас получится. Поздравляю! Дорогие выпускники, искренне поздравляю всех вас с окончанием колледжа. С дипломом в руках у вас появляются новые возможности, вы преодолели очередной такой этап профессионального роста. Я побывал у вас в качестве председателя КПР и увидел очень интересные проекты. Поэтому я уверен в том, что у вас будут в будущем прекрасные, выдающиеся результаты в данной выбранной вашей сфере. Поэтому я вас призываю непрерывно закачивать свои навыки. Да, будут трудности, да, будут сложности с выбором работодателя и прочее, но не бойтесь этих трудностей, смело идите к своим целям, своим мечтам, и у вас обязательно все получится. Если у вас возникнут трудности с прокачкой навыков, обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем. Добрый день, дорогие наши выпускники, преподаватели, коллеги, гости этого замечательного праздничного дня. От имени нашей организации «Фантастик» хотим искренне поздравить всех выпускников с окончанием колледжа. Желаем вам найти свое место в жизни. Кому-то продолжить учебу, кому-то найти желаемую перспективную работу. Также, главное, чтобы вы искренне любили свое дело. Если немножко рассказать о нашей организации, «Фантастик» была основана в 2013 году с мечтой создания команды, работающей над амбициозными играми мирового класса. Сегодня мы разрабатываем один из самых ожидаемых в мире блокбастеров The Day Before. На сегодняшний день The Day Before стоит на первом месте в глобальном Steam, вишнингах, Steam и бестселлеров Night. Наша полностью удаленная компания работает полностью удаленно. Также в нашей команде есть ребята из Латвии, Нидерланды, также Латвия. Фантастик. Если немножко рассказать еще о культуре фантастик, фантастик основана на идее волонтерства. То есть быть волонтером, приносить пользу делу не только вот всей команде, а всему миру, приносить пользу и восхищение через наши игры. Мы являемся спонсорами во многих крупных компаниях, организациях, помогаем также людям. Например, колледж Якутской связи и энергетики является нашими партнерами. Мы очень искренне ценим наши добрые, хорошие отношения между этим колледжем. Хотим также поблагодарить весь состав этого замечательного колледжа, и также хотим от имени нашей организации подарить вам небольшой подарок в виде проекта.
даже знаем, какому преподавателю этот проект будет вручен. Так как мы являемся партнерами, да, мы бы хотели на эксклюзивном, так скажем, предложении всех выпускников мы предлагаем наши вакантные места. У нас на сегодняшний день очень много вакансий, как программистов, 3D-моделеров, левел-визов и так далее. Если у вас есть желание работать вместе с нами, работать удаленно, находясь в любой точке мира, не только именно в России, а именно в любой точке России. На сегодняшний день наша компания находится в Сингапуре, головной офис находится в Сингапуре. Часть нашей команды работает в Таиланде, то есть у нас была недавняя релокация в Таиланд. Также есть возможность поехать и в Турцию, и в Казахстан, в любую точку мира, где вы пожелаете. Если у вас есть желание работать вместе с нами, пожалуйста, пишите нам, либо же можете напрямую ко мне обратиться. Спасибо. Компании «Ви-интеграция», вице-компании «Ви-интеграция». Хочу поздравить прежде всего всех студентов, выпускников с особым отличием, которые закончили, и вообще всех с особым статусом. Хочу отметить всех педагогов, ведь все студенты, которые выпустились из вашего колледжа, являются высококвалифицированными сотрудниками, которые мы уже начинаем с вами сотрудничество в этом плане. Один студент уже отличился с особой эффективностью, показал высокую квалификацию. Всем хочу также поздравить, что нельзя останавливаться на достигнутом, прежде всего надо идти вперед, всегда пробиваться. Ну и всем уже пожелаю счастья. Спасибо. Дорогие наши выпускники, от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с радостным событием – получением диплома. На вас, молодых, талантливых и энергичных, мы возлагаем большие надежды. И какую бы дорогу ни избрали, всегда оставайтесь достойными людьми. Пусть ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной. Желаем вам реализовать все намеченные планы, цели и мечты. В добрый путь, наши выпускники. Спасибо огромное нашим дорогим гостям, которые пришли сегодня разделить с нами этот радостный день, и приглашаем вам занять места в зрительном зале. А для вас, наши дорогие ребята, музыкальный подарок от ваших ребят, студенток. Встречайте бурными аплодисментами.
своей энергетикой. Ну а мы приглашаем на сцену директора Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина Семенова Гаврила Иннокентьевича. Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые преподаватели, уважаемые кураторы, дорогие наши родители. Сегодня прекрасный день, жаркая атмосфера, но вдвойне приятно, что мы через 2 года этой заразы мы очно встречаемся с вами. Не тайком, как в прошлом году, не через кабинки или окошко, но мы сегодня торжественно в уютной компании выпускаем наших выпускников. Разрешите от имени Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина поздравить вас с выпуском! Дорогие студенты, бывшие уже, да, приказ об отчислении подписан, дорогие выпускники, я хочу пожелать вам всегда помнить о том, что за вами стоят ваши родители, за вами стоят ваши родственники, близкие, друзья, братья. Поэтому всегда будьте первыми, всегда будьте старательными. Впереди у вас интересная жизнь. И всегда помните, как бы было не тяжело или иногда грустно, помнить о том, что наш колледж открыт для вас всегда. Получив диплом выпускника, вы становитесь частью нашей семьи, частью нашей команды. Поэтому, друзья, всегда помните о нашем колледже, всегда гордо носите имя выпускника колледжа имени Дудкина. Где бы вы ни были, всегда будьте нашими представителями, нашими людьми. Я хочу обратиться к нашим преподавателям, особенно нашим кураторам, которые сегодня, как и родители, волнуются, переживают. Очень много было вопросов, особенно в период дистанционной работы, переход на дистанционную форму, мы все это преодолели. Здесь сидят ребята, которые знают, что у вас было много, да? Но, ребята, еще раз поздравляю и хочу пожелать вам, чтобы вы помнили, сейчас очень интересное время, да? Потому что все меняется, все очень быстро трансформируется. Всегда помните 5 правил счастья, которые я всегда желаю нашим студентам. Ребята, помните о своей семье. Второе, ребята, всегда стремитесь к образованию. У вас впереди будет еще много вызовов. Получайте образование всегда, всю свою жизнь. Третье правило, ребята, всегда будьте открытыми. Смотрите на мир с открытыми глазами, будьте общительными, много путешествуйте, занимайтесь спортом. Мир, он очень интересный, и вы должны быть открыты для этого мира. 4-е правило. Любите свой колледж, любите свой город, любите свою республику, любите свою страну, будьте патриотами. И 5-е правило, это очень самое главное правило. Помните о своих друзьях, будьте хорошими друзьями, будьте хорошими товарищами. Поэтому я очень рад, что в стенах нашего колледжа все эти 5 правил можно получить. Не только специальность, не только диплом, но и все эти элементы счастья. Я хочу поблагодарить наших кураторов, наших родителей за ваших выпускников. Еще раз поздравляю, добрый путь, выпускник! Благодарность заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия за вклад в развитие среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия вручается Васильевой Виктории Михайловне. Вакушевой Юлии
Полине Николаевне. Никифорову Дмитрию Владиславовичу. От всей души бурными аплодисментами поздравим наших дорогих преподавателей. Это кураторы выпускников этого года. Спасибо большое. Благодарность Якутского колледжа связи и энергетики за содействие в реализации проектов и плодотворное сотрудничество вручается генеральному директору акционерного общества «Арктик Телеком» Сергееву Виктору Александровичу, генеральному директору «Фантастик» Готовцеву Эдуарду Иннокентьевичу, генеральному директору «Софтвей» Баишеву Сергею Даниловичу, генеральному директору «Ви-интеграция» Григорьеву Василию Николаевичу, генеральному директору IT-генератор Егорову Вячеславу Исчиславовичу, главному специалисту департамента государственной политики и сфере науки, а также профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Аянитовой Марии Дмитриевне. Бурными аплодисментами поздравляем наших партнеров, наших дорогих друзей. Мы начинаем торжественную церемонию вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. На сцену приглашается учебная группа ИСИ 18-9. Куратор Данилова Анна Семеновна. На основании решения государственной аттестации комиссии от 15, 16 и 18 июня 2022 года студентам 4-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению информационные системы и программирование, присвоить квалификацию специалист по информационным системам и выдать дипломы государственного образца и отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня 2022 года в связи с выпуском. Антонову Марку Николаевичу вручается диплом. Диплом вручается Винокуровой Любови Павловне. Давыдову Роману Михайловичу. Дьяконовой Веронике Тимофеевне. Каландарову Абдулло Зимаддиновичу. Наумову Роману Леонидовичу. Красный диплом. Астреевой Анне Сергеевне. Пахомовой Вере Владимировне. Красный диплом. Платоновой Нине Васильевне. Красный диплом. Решетникову Николаю Павловичу. Диплом вручается Стручкову Григорию Григорьевичу. Шадрину Айсену Валерьевичу.
Янковой Екатерине Федоровне. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд и активную жизненную позицию в деле воспитания молодого поколения. Куратору учебной группы встречайте, Анна Семеновна. Бурными аплодисментами выпускники ИСИ 1809, куратор Данила Анна Семеновна. Добрый путь! У Анны Семеновны буквально несколько слов. Моих хороших, я поздравляю с этим выпуском. Наконец-то этот день настал. Желаю, чтобы вы стали любви с большим буквой, чтобы вами гордились ваши родители, ваши близкие и ваши друзья. Добрый путь. Поздравляю. ИСИ 1809. Ну а теперь на нашей сцене мы встречаем выпускников ИСИ-19, куратор Никифоров Дмитрий Владиславович. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 29-30 июня и 1 июля 2022 года студентам 3-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению информационные системы и программирование, присвоить квалификацию программист и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа со 2 июля 2022 года в связи с выпуском. Диплом вручается Афанасьеву Александру Владимировичу. Ачилову Алишеру Фазлиддиновичу. И такое бывает. Бондарь Валентине Юрьевне. Будинаеву Тимиру Федотовичу. Винокурову Кириллу Андреевичу. Диплом вручается Голомареву Сергею Константиновичу. Ефремову Николаю Юрьевичу. Кузьмину Тимофею Тимофеевичу. Диплом вручается Оконечникову Кириллу Алексеевичу. Румянцеву Андрею Робертовичу. Савину Ничию Владимировичу. Ситникову Станиславу Сергеевичу. Слепцову Никите Владимировичу. Камфарову Ивану Леонидовичу. Красный диплом вручается Тюрину Артуру Борисовичу.
Николаю Ивановичу. Диплом вручается Филиппову Сергею Дмитриевичу. Едрихинскому Николаю Васильевичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстную, активную жизненную позицию и в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Дмитрию Владиславовичу. И буквально несколько слов от куратора Дмитрия Владиславовича. Ну что ж, ребята, этого дня мы все ждали, все мы хотели этого. Наконец-то добрались до этого дня. Вы вступили во взрослую жизнь. Поздравляю вас. Молодцы, вперед! Дорогие друзья, провожаем наших дорогих выпускников. ИСИ-19. 2022 года. На сцену приглашается учебная группа ОИП-19, куратор Васильева Виктория Михайловна. На основании решения Государственной конкурсной комиссии от 22, 23 и 25 июня 2022 года студентам 4-го курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, присвоить квалификацию техник по защите информации и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня 2022 года. Дипломы вручаются Борисову Николаю Сергеевичу, Винокурову Василию Васильевичу, Дагаюсову Петру Петровичу, Лебедеву Айталу Владимировичу, красный диплом вручается выпускнику Майорову Максиму Алексеевичу. Диплом вручается Маякунову Федору Нарзуловичу. Оконечникову Джустану Андреевичу. Ореховой Наталье Игоревне. Красный диплом вручается Павлову Сергею Игоревичу. Петрову Антону Михайловичу. Диплом вручается Садовникову Айсену Сергеевичу. Семенову Вячеславу Андреевичу вручается красный диплом. Диплом вручается Сидорову Павлу Павловичу. Тарскому Айталу Валерьевичу. Федотову Артуру Федоровичу. Чирикову Ивану Романовичу. Диплом вручается
Юмаеву Егору Михайловичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики сердечно поздравляет и благодарит за бескорыстный, неустанный труд куратора Викторию Васильевну. Викторию Михайловну. И, конечно же, Виктории Михайловне предоставляется слово. Ребята, я вас от души поздравляю. Вы удивительные люди. Я вспоминаю наш первый классный час, когда я спросила, кто хочет быть старостой, полгруппы подняла руки. Потом я спросила, кто хочет работать в учебном секторе, и вторая половина группы подняла руки. Вы были активными все эти годы, немножко помешала нам пандемия, но вы люди очень умные, творческие. Я желаю, чтобы ваша жизнь дальнейшая в профессии состоялась, была такой же активной, такой же многогранной. Я вас люблю. Не забывайте колледж. Приходите в гости. Бурные аплодисменты выпускникам 2022 года. ОИП-19. Ну а мы приглашаем на сцену группа ПТС-18-9. Куратор Колодесникова Александра Арсеньевна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 23 июня 2022 года студентам 4 курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению программирования в компьютерных системах, присвоить квалификацию техник-программист и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа с 30 июня текущего года в связи с выпуском. Ну а мы начинаем вручать дипломы. И первый приглашается Варламов Герман Станиславович. Диплом вручается Волкову Андрею Станиславовичу. Еремееву Тимуру Николаевичу. Диплом вручается Иванову Артему Евгеньевичу. Иванову Николаю Спартаковичу. Климантову Ивану Александровичу. Козыреву Азару Александровичу вручается красный диплом. Ну, его нету, но обязательно ему передадим. Диплом вручается Колодесникову Петру Лукичу. Михайле Роману Алексеевичу. Медюнову Максиму Сергеевичу. Решетникову Давиду Николаевичу. Диплом вручается Тетерину Валерию Александровичу. И диплом вручается Шадрину Николаю Павловичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность куратору группы за ваш неустанный и непоколебимый труд.
Александре Арсеньевне предоставляется слово. Уважаемый педагогический коллектив, уважаемые родители, уважаемые выпускники, сегодня для нас особенно волнительный день. Мы знаем, с каким трудом мы получили этот диплом. И я очень надеюсь, что после перевода с Якутского торгово-экономического колледжа в ноябре 2020 года в наш колледж, мои ребята в колледже нашем получили хорошие учебные и жизненные навыки. Доброго пути вам, мои выпускники, и надеюсь, что все у вас впереди. Бурные аплодисменты выпуску 2022 года. Выпуск ПКС 18-9. Мы приглашаем на нашу сцену учебную группу ОИП-18. Куратор Горгополова Светлана Ивановна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 22 июня 2022 года студентам 4 курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, присвоить квалификацию техник по защите информации и выдать дипломы государственного образца, также отчислить указанных студентов в связи с выпуском. Мы начинаем вручение дипломов. И первого приглашаем Алексеева Владислава Валерьевича. Диплом вручается Андрееву Алексею Ивановичу. Диплом вручается Андрущак Анастасии Артемовне. Аршевой Ксении Алексеевне. Баранову Данилу Юрьевичу. Вампилову Алексею Владимировичу. Дядину Андрею Юрьевичу. Иванову Ивану Николаевичу. Кельцееву Аялу Степановичу. Диплом вручается Кислый Олегу Александровичу. Колесову Андрею Дмитриевичу. Калмакову Алексею Сергеевичу. Кочуганову Виктору Константиновичу. Лебедеву Юрию Михайловичу. Макарову Данилу Яковлевичу. Макарову Игорю Витальевичу. Диплом вручается Местникову Максиму Владимировичу. Мордовской Евдокии Ильиничне. Диплом вручается Николаеву Даниилу Егоровичу. Николаеву
Николаевой Ирине Николаевне, Слепцову Илье Анатольевичу, Филиппову Виктору Юрьевичу, Ясуркаеву Тагиру Руслановичу, директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает свою благодарность за неустанный и преданный труд в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Светлане Ивановне. Ну и, конечно же, буквально несколько слов от Светланы Ивановны и ее дорогим выпускникам. Дорогие ребята, я, конечно, как и все студенты, на торжественные какие-то волнительные моменты пришла со шпаргалкой, чтобы ничего не забыть, не упустить. Но я обещаю, что слишком долго ваше внимание не займу. Я рада, что у нас 23 выпускника стоит на этой сцене, самая большая группа. Молодцы. Вначале я хотела бы поздравить всех преподавателей. Все говорят, ой, как жаль, там уходят ребята. Наоборот, здорово, мы рады. Рады в том плане, что этот процесс, это учебный процесс, кто-то выпускается, новые абитуриенты уже приходят и подают документы, чтобы их зачислили, чтобы участвовать в конкурсе. Поэтому это жизнь, это процесс, это здорово, потому что вас ждет впереди очень долгая, счастливая жизнь. Также наших преподавателей я поздравляю, мы молодцы, мы сделали эту работу. Родителей хочу поздравить. Я уже писала в группу, в родительство. Я считаю, что мне повезло не только с группой, мне очень повезло с родителями. Очень активный, адекватный. Родители, это просто сейчас в данный момент, это просто большая удача. Поэтому я очень рада, что мне повезло. Вот. Иногда наша группа в WhatsApp просто там краснела от моих смайлов, восклицательных знаков и так далее, да? Вот. Но я считаю, что все это было направлено вот именно на сегодняшний вот такой результат. Ну а ребятам я хочу, вы же безопасники, техники, да, по информационной безопасности, пожелать безопасности. Во-первых, пожелать безопасности личной. Умейте выстраивать личные границы, это очень важно. Желаю безопасности финансовой, чтобы у вас было очень много денег, денежные активы, которые вам нужно было очень хорошо, качественно защищать. Ну и получается, конечно же, желаю вам безопасности информационной, чтобы вы могли найти применение профессиональное диплому, который вы сейчас держите в руках. Я как сейчас помню 1 сентября 2018 года, когда я стояла с табличкой с надписью АИК-18 и видела ваши глаза, в которых было еще очень много вопросов. Это были просто недавними школьниками. А сейчас вы стоите, я смотрю уже на другие глаза. Взрослые, уверенные, направленные на дальнейшую счастливую жизнь. Конечно, за период учебы были разные моменты. Пандемия была, активный первый курс был, были экзамены, были разные ситуации. Но мы справлялись, мы решали все эти вопросы, все эти ситуации. И получается, хотелось бы еще такой момент отметить. За период учебы, за 3 года 10 месяцев, к нам, в нашу группу переводились ребята с других учебных заведений, с других групп нашего колледжа, с других учебных заведений, других городов. И вот сейчас они на сцене. За 3 года 10 месяцев у нас в группе создавались пары. У нас родилось 2 малыша, 2 мальчика. За период учебы. И девушки стоят здесь, не закончили, не получили диплом. Поэтому я рада, что вы идете в новую жизнь. Я рада буду вас видеть здесь, в стенах колледжа. Я желаю вам удачи, и вы просто обязаны быть счастливыми. Все. Спасибо.
учебная группа АВТ-19, куратор Левчикова Полина Николаевна. На основании решения Государственной дискуссионной комиссии от 24 июня 2022 года студентам третьего курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению аудиовизуальная техника, присвоить квалификации техник и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить указанных студентов из колледжа в связи с выпуском. Диплом вручается Винокурову Александру Афанасьевичу. Дадутову Захару Александровичу. Егорову Никите Руслановичу вручается красный диплом. Желнину Михаилу Олеговичу вручается красный диплом. Жигову Гаврилу Гаврилевичу вручается красный диплом. Диплом вручается Жиркову Станиславу Семеновичу. Карагуловой Чинане Талайбековне. Николаеву Валентину Валентиновичу. Осипову Владимиру Александровичу. Петрову Владиславу Алексеевичу. Диплом вручается Соловьеву Виктору Григорьевичу. Тарскому Яну Семеновичу. Эверстову Семену Степановичу. Якову Аркадию Святославовичу. Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд, активную жизненную позицию в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Полине Николаевне. Полине Николаевне буквально несколько слов для своих выпускников. Дорогие ребята, дорогие мои РТшки, поздравляю вас с выпуском. Желаю вам доброго пути. Пусть все будет у вас отлично. Семейного благополучия, в семье, чтобы у вас всегда было все хорошо, и чтобы вы стали хорошими людьми и хорошими специалистами. И спасибо коллективу колледжа. Бурными аплодисментами мы проводим, сфотографируемся сперва на память. Выпуск АВТ-19 2022 года. На сцену приглашается родитель нашего выпускника, руководитель медиацентра исторического парка «Россия. Моя история» Олег Леонидович Желнин. Здравствуйте! Поздравляю вас с таким знаменательным днем. Он непростой. Все забыли, что сегодня столетие республики, 25-летие цеха. И вообще, честно скажу,
Это знаменательный день тем, что вы закончили данный техникум. Я поздравляю от лица исторического парка «Моя история» и благодарю преподавательский состав. И самое главное, учеников. Спасибо, что вы закончили, продержались и выдержали все годы учебы. Спасибо. Я сегодня горд, я просто только сейчас узнал, честно, что сын получил красный диплом. Это для меня новость, конечно. И хотел бы поздравить вас действительно и напомнить историю колледжа. И хотел бы открыть одну страничку. Я принес здесь непростой пакет. Дело в том, что бабушка, а точнее моего сына, является выпускницей этого колледжа. И здесь исторические документы РФ-52. Дело в том, что эта группа осваивала Северный морской путь. Так что вам это все предстоит, то есть история имеет спираль, она возвращается, и теперь вы будете заменять тех людей, которые там были. Еще раз вас поздравляю и передаю вот это историческое наследие и фотографии награды. Историю вот этого колледжа. Еще раз спасибо. Олег Леонидович, спасибо вам большое. Ну а мы приглашаем на нашу сцену учебную группу РЭП-18, куратор Киселева Елена Викторовна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 25 июня 2022 года студентам 4-го курса очных форм обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, присвоить квалификацию техник и выдать дипломы государственного образца, также отчислить этих студентов в связи с выпуском. Диплом вручается Андросову Анатолию Васильевичу, Афанасьеву Евгению Юрьевичу, прошу прощения, Дмитриеву Владимиру Владимировичу, Карманилову Данилу Алексеевичу, Тагорину Айсену Ивановичу, Мазаеву Всеволоду Витальевичу, диплом вручается Матвееву Никите Владимировичу, Осипову Вадиму Александровичу, диплом вручается Палетинской Айталине Ивановне, Скорнякову Ивану Михайловичу, Скрябину Андрею Константиновичу, Цой Максиму Викторовичу, Чикачеву Никите Романовичу. Обязательно передадим ему диплом, а администрации Якутского колледжа связи и энергетики выражаем благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд, активную жизненную позицию в деле воспитания подрастающего поколения, куратору учебной группы Елене Викторовне. И буквально несколько слов Елене Викторовне своим выпускникам. Спасибо. Уважаемые выпускники, я присоединяюсь ко всем словам, которые были произнесены ранее, и хочу пожелать вам идти вперед. Действуйте, действуйте,
действуйте, действуйте и никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Бурные аплодисменты выпускникам 2022 года. Учебная группа РЭД 18. На сцену приглашается учебная группа МС-21. Куратор Вахрушева Юлия Петровна. Вахрушева Юлия Петровна. На основании решения Государственной аттестационной комиссии от 15 июня 2022 года студентам первого курса очной формы обучения, завершившим подготовку по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению монтажник связи, присвоить квалификацию монтажник, линейщик, монтажник связи, линейщик, монтажник связи, кабельщик, монтажник связи, спайщик и выдать дипломы государственного образца, а также отчислить в связи с выпуском. И мы вручаем диплом Абросимову Александру Сергеевичу. Алексееву Александру Михайловичу. Андросову Юлиану Витальевичу. Бочкаревой Уйгуне Александровне. Винокурову Владимиру Ивановичу. Габышеву Аисен Дмитриевичу. Гладких Лазарю Петровичу. Голикову Артуру Андреевичу. Ефремову Михаилу Аркадьевичу вручается красный диплом. Диплом вручается Иванову Ивану Михайловичу. Колесову Гаврилу Гаврилевичу. Мамаеву Андриану Аскольдовичу. Никифорову Эревик Сергеевичу. Диплом вручается Петрову Анатолию Николаевичу. Платонову Максиму Васильевичу. Романову Семену Сергеевичу. Симонову Юрию Андреевичу. Степанову Сергею Валентиновичу. Диплом вручается Уваровскому Валерию Гаврилевичу. Федотову Василию Дмитриевичу. Яковлеву Айол Андреевичу. Федорову Айсену Юрьевичу. Яковлеву Джустану Гаврилевичу.
Директор Якутского колледжа связи и энергетики выражает благодарность и сердечную признательность за бескорыстный труд в деле воспитания молодого поколения куратору учебной группы Юлии Петровне. И буквально несколько слов своим выпускникам от Юлии Петровны. Ну вот, ребята, пролетел год. Я только к вам привыкла, вы уже уходите. Так что вам пожелать? Давайте, перед вами сейчас абсолютно все двери. Дерзайте, достигайте, добивайтесь. Идите вперед, не оглядывайтесь назад. Будьте прежде всего людьми. Поздравляю. Спасибо вам большое. На мы громкие бурные аплодисменты провожаем выпускников 2022 года учебной группы МС-21. Встречайте на нашей сцене музыкальный подарок от девочек из турпробкома. Танцевальный номер. Большое нашим студентам из музыкальный номер, ну а мы продолжаем нашу торжественную часть. И слово для напутствия и поздравления предоставляется заместителю директора по учебной работе Филиппович Аполлинарии Николаевне. Студентам, окончившим обучение на хорошо и отлично, благодарность за хорошую учебу. Буквально несколько теплых слов для выпускников. Дорогие выпускники, эти 4 года, для кого-то 3, для кого-то год, были очень непростыми. Мы с вами пережили и пандемию, мы с вами пережили дистанционку. И сейчас особенно приятно видеть, что зал заполнен, и вас так много дошло до финала. В это время самое главное, я бы хотела пожелать вам, наверное, здоровья. Потому что в наше время здоровье играет очень большую роль. И еще я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали мечтать. И мечтайте дерзко, мечтайте, чтобы мечты были труднодостижимыми, потому что если мечты будут легко достижимы, это всего лишь цели. Ну и удачи вам во всех ваших начинаниях, конечно же, карьерного роста, реализации себя там, где вы хотите, ну и счастья. Студентам, окончившим обучение на хорошо и отлично, благодарность за хорошую учебу и профессионализм с памятной серебряной медалью вручается
Дьяконовой Веронике Тимофеевне, Ачилову Алиширу Фазлиддиновичу, Филиппову Сергею Дмитриевичу, Дагаюсову Петру Петровичу, Петрову Антону Михайловичу, Сидорову Павлу Павловичу, Юмаеву Егору Михайловичу, Арышевой Ксении Алексеевне, Баранову Данилу Юрьевичу, Лебедеву Юрию Максимовичу, Макарову Игорю Витальевичу, Данудову Захару Александровичу, Жиркову Станиславу Семеновичу, Осипову Владимиру Александровичу, Андросову Анатолию Васильевичу, Андросову Юлиану Витальевичу, Винокурову Кириллу Андреевичу, Слепцову Никите Владимировичу, Ядрихинскому Николаю Васильевичу, Габышеву Аисен Дмитриевичу, Никифорову Ирелик Сергеевичу, Платонову Максиму Васильевичу, Романову Семену Сергеевичу, и еще раз бурные аплодисменты для студентов, окончившим обучение на хорошо и отлично. Им выражается благодарность за хорошую учебу и профессионализм, а также вручаются дипломы и памятная серебряная медаль. За хорошую учебу и за твой профессионализм. И никогда не забывайте свой родной и любимый колледж. Сен-Дмитриевич. А если подумал, что это не он, является единственным выпускником с таким прекрасным именем. Андросов Юлиан Витальевич. Ему тоже на шее одевается серебряный знак. И спасибо.
Спасибо вам большое за вашу хорошую и отличную учебу. А эти аплодисменты только для вас. Под бурные аплодисменты мы вас провожаем в зрительный зал. Слово для напутствия и поздравления выпускникам предоставляется заместителю директора по воспитательной работе Степану Елисеевичу Наговицыну. Добрый день, ваши выпускники, кураторы, преподаватели, коллеги, друзья. Я вот стою, Светлана Ивановна, и вспоминаю, сколько тут мы админсоветов провели, сколько родителей приглашали в наш колледж. Да? Все уже позади. Вы, выпускники, вы уже наши коллеги, дипломированные специалисты. От воспитательного отдела тебя лично поздравляю, всех выпускников. И желаю, конечно, здоровья. Остальное вы все сделаете. Надеюсь, купите. Двери колледжа всегда открыты. Не забывайте своих учителей, своих любимых кураторов. Всегда держите связь. И, конечно, добрый путь, дорогие наши выпускники. Студентам, победителям и призерам спортивных соревнований различного уровня, а также студентам, активно принимающих участие в общественной жизни колледжа, благодарность вручается Винокурову Александру Афанасьевичу, Тарскому Яну Семеновичу, Варламову Герману Станиславовичу, Коловезникову Петру Лукичу, Дмитриеву Владимиру Владимировичу, Скрябину Андрею Константиновичу, Скорнякову Ивану Михайловичу, Садовникову Айсену Сергеевичу, Ореховой Наталье Игоревне, Гладки Лазарию Петровичу, Колесову Гаврилу Гаврильевичу, Федотову Василию Дмитриевичу, Симонову Юрию Андреевичу, за активное участие в Деле воспитания молодого поколения благодарность вручается Лебедевой Анне Олеговне, родителю Лебедева Юрия. На нашей сцене встречайте, опять же, и провожайте бурными аплодисментами наших общественников, наших спортсменов, которые всегда на любых уровнях представляли Якутский колледж энергетики и связи. Ну а мы приглашаем на нашу сцену министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха и Якутия Анатолия Аскалоновича Семенова.
Уважаемый Гаврил Евгеньевич, уважаемые преподаватели, уважаемые родители, выпускники, разрешите от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени Министерства инноваций и цифрового развития поздравить вас с этим замечательным днем. Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Это действительно, наверное, у каждого выпускника волнительный момент в жизни. Я хочу сказать, что от имени отрасли связи и информатизации нам нужны специалисты как никогда. Особенно в IT-отрасли. Вы знаете, что эта отрасль бурно развивается. У нас очень, скажем так, высокие заработные платы, очень большая, скажем так, потребность специалистов. И мы благодарны коллективу колледжа за то, что вы делаете. Это большой труд. Хочу сказать, что страной принимаются большие меры поддержки. Вы знаете, что указом президента страны такие меры поддержки, как отсрочка от армии для программистов, льготная ипотека и другие преференции, на самом деле многие даже как-то завидуют, говорят, почему именно IT-отрасль такая поддержка. На самом деле это просто очень важное направление. Более того, хочу сказать, что такие же меры поддержки есть у нас в республике. Вы знаете, что мы с Фонда развития инноваций финансируем IT-компании. В этом году 21 компания получила финансирование на сумму практически 150 миллионов рублей. И я очень надеюсь, что именно вы придете в ряды наших IT-компаний, может, создадите собственный бизнес, и будете делать нашу страну сильнее и, скажем, нашу республику еще развитее. Поздравляю с этим замечательным днем. Желаю, самое главное, не останавливаться в развитии, потому что технологии меняются, требования к специалистам постоянно меняются, стек технологий меняется, появляются новые языки программирования, новые ресурсы. Вам придется постоянно всю жизнь развиваться. Я думаю, что в колледже вам это привили. Постоянное саморазвитие, постоянное обучение, и может кто-то дальше пойдет обучаться, получать высшее образование, кто-то пойдет работать. И на этом пути желаю вам новых открытий, успехов и чтобы у вас все в жизни получалось. Еще раз поздравляю. Студентам, окончившим обучение с красным дипломом, благодарность за отличную учебу и профессионализм с памятной золотой медалью вручается Наумову Роману Леонидовичу. Пахомовой Вере Владимировне. Глагоновой Нине Васильевне. Тюрину Артуру Борисовичу. Майорову Максиму Алексеевичу. Павлову Сергею Игоревичу. Семенову Вячеславу Андреевичу. Козыреву Азару Александровичу. Егорову Никите Руслановичу.
Жиркову Гаврилу Гаврилевичу. Ефремову Михаилу Аркадьевичу. И еще раз, дорогие друзья, преподаватели, наши выпускники, бурными и громкими аплодисментами поздравим наших выпускников. И не просто выпускников, пожалуйста, вернитесь, Лена Васильевна, подсад бывает. И еще раз поздравим наших красных дипломников, которые из года в год шли к своей цели. Среди ваших выпускников у нас есть победители конкурса «Моя профессия IT». Очень крутые специалисты. Поздравляю еще раз. Спасибо вам большое. А для приветствия мы приглашаем заместителя директора по развитию. А перед этим будет музыкальный номер от певицы Лерочки. Встречайте бурными аплодисментами.
Ну а тем, кто не знает, у Лерочки более 1 миллиона просмотров на YouTube. Молодежь знает, а наше поколение, конечно, не в курсе. Мы продолжаем нашу торжественную часть и для приветствия приглашаем заместителя директора по развитию Аяла Владимировича Докторова. Дорогие выпускники, мне очень приятно видеть ваши радостные лица. Наконец-то вы сегодня выпускаетесь и идете вперед. Желаю вам, чтобы полученные знания в стенах нашего колледжа помогли вам строить большую карьеру, добиться больших успехов в работе. Желаю, чтобы студенческие друзья остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила только лучшие и приятные моменты. Желаю, чтобы на всю жизнь хранили тепло сердец наших любимых преподавателей. Всем удачи, счастья, добра, уважения будущих коллег и, конечно же, руководства. И в конце, дорогие наши выпускники, я хотел бы попросить вас об одном. Быть всегда на связи. Ведь колледж связи всегда на связи. Молодцы! Победителями и призером чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также олимпиад различного уровня, благодарность за профессионализм вручается Антонову Марку Николаевичу. Бондарь Валентине Юрьевне. Танкарову Ивану Леонидовичу. Иванову Артему Евгеньевичу. Иванову Николаю Спартаковичу. Михаиле Роману Алексеевичу. Решетникову Давиду Николаевичу. Негнурову Максиму Сергеевичу. Благодарность вручается Янкову Аркадию Святославовичу. Благодарность вручается Николаеву Валентину Валентиновичу. Я сейчас очень боюсь, что сейчас придут с коридора, прибегут, начнут получать дипломы, ну а мы пока в это время... Иванов Николай... Николаев Валентин Валентинович. Бурные аплодисменты встречами проводим наших мастеров, которые представляли нас на WorldSkills и на олимпиадах различного уровня. Спасибо вам большое, ребята. Слово для напутствия и поздравления предоставляется заведующей учебной части Каргополовой Светлане Ивановне. Ребята, понимают, что долгий сегодня день, хоть и радостный и волнительный, что погода нас сегодня радует солнышком ярким, поэтому устали я быстро. У меня всего лишь 4 благодарности тем ребятам,
которые прилежно обучались на протяжении всех лет обучения, но немножко не хватило до серебряной медали. Поэтому мы со стороны учебной части решили, что таких ребят нужно тоже обязательно отметить. Спасибо. Ну а мы приглашаем ребят, тех, кто отличились в прилежном освоении учебных дисциплин. Благодарность вручается Стручкову Григорию Григорьевичу. Андрущак Анастасии Артемовне. Кислому Олегу Александровичу и Дятину Андрею Юрьевичу. Поблагодарим наших выпускников за прилежное освоение учебных дисциплин. К нам кто-то хочет вернуться за дипломом. Спасибо вам большое. Ну а на этом торжественная часть вручения дипломов выпускникам завершилась. Мы вам хотим сказать огромное спасибо за вашу любовь к своему колледжу. Никогда не забывайте и, конечно же, в добрый путь. А для общего фотографирования мы